Итак, когда и кем был основан аул Арштейн? Головецкий еще в 1878 году указывал на то, что основателями Арштов были аккинцы, поселившиеся, цитата, у истоков, называемых черными ключами, по-кумыкски Карабулах. Конец цитаты. Он также пишет, что сами себя карабулаки называли Арштхой. Цитата, кумыки же называли его по источникам, у которых оно жило Карабулах, то есть это племя, общество. Конец цитаты. Тоже сообщает и Ахмад Сулейманов, который пишет, что Арштхой, цитата, отсылают нас к аккинцам, как своим славным предкам, в других преданиях, как родственному племени. Конец цитаты. Головецкий писал следующая цитата. По мере размножения горные чеченцы, пробиваясь вниз по течениям рек, селились в лесистых низовьях, никем еще не занятых. Из этих выселенцев, к которым присоединились и разные переселенцы, образовались нынешние общества низовых чеченцев. Каковы? Первое. Ауховское. Второе. Ичкеринское. Третье. Собственно, чеченское, по названию Чечен-аула. Арштхоевская или Карабулакская, четвертое. И пятое. Ингушевская. Конец цитаты. И далее, цитата. Некий же аккинец по имени Арштхо, выселившись из своего общества и спустясь своим родом в Бамутское ущелье, основался у источников, называемых черными ключами, по-кумыкски Карабулах, и образующих речку, впадающую в реку Мартангу, и названную по имени Арштхо Арштинкаю. От населения основанного здесь Арштхо образовалось особое общество, называвшее себя и доселе Арштхой. Кумыки же называли его по источникам, у которых оно жило, Карабулах. Общество это в недавнее время переселилось в Турцию. Конец цитаты. Наконец, Наталья Волкова также цитировала своих информаторов, которые говорили ей следующее, цитата, «Мы Орстхой, мы все Орстхой из Аки». И в этом перечне перечисляли Тейпы Аки, собственно, Орстхой, Цьечуй и Межи.